Телеканалу «Якутия-24» исполнился 1 год, 365 дней в эфире. Ровно год назад в 12:00 начался запуск вещания. На сегодня это единственный информационный телеканал в республике, который имеет собственное программирование и вещает круглосуточно. О том, что было сделано за год и какие цели ставит перед собой канал в будущем, расскажет Ольга Башук. Принятая год назад концепция развития телеканала «Якутия-24» показывает, что мы выбрали верный путь. Об этом свидетельствуют данные авторитетных исследовательских компаний. «Якутия-24» в рейтингах обгоняет известные российские информационные телеканалы. Мы рассказываем новости не только для жителей Якутии, мы рассказываем о нашей республике и наших людях всему миру. Видеоматериалами «Якутия-24» пользуются крупнейшие телеканалы России и зарубежных стран. Паула Вентурини Ресейдің Якутскысындағы сақылдаған сарайязда жүгіріп мұрнын үстіп алды. Che avventura nel ghiaccio a fin di bene. L'atleta nella regione russa della Якутия con temperature oltre ai 60 gradi sotto zero. Ну а начинаем мы вот с этого, хоть и десятилетнего, но уже поистине мужчина из Якутии. Зовут его Ариан Алексеев. И вот только к этой субботе появились подробности того, как среди морозной ночи он спас детей из горящего дома. Ангелина рисует тот самый пожар. Пылающий огнем дом, из которого ее и ее братьев вызволил друг. В Якутию пришли сильные морозы. Ночью ожидается до минус 48. Купальный сезон в Чурапче открывают, как только на озере встает лед. Лучшее время для заплыва, когда на улице минус 45. Вода кажется парным молоком. Под Нерюнгри род Юрмаган живет испокон веков. Хотя сами признаются, сейчас их становится все меньше. Пасти оленей охотиться сложно. Ягель растет в диких местах, а зверь забирается все дальше. Житель Якутии Владимир Амосов выставил на продажу эксклюзивный головной убор за $10 тысяч. Он утверждает, что шапка сделана из шерсти мамонта. Где он ее взял и откуда у продавца сертификат подлинности, выяснял Станислав Даре. Уникальная шапка. Единственное в мире, из-за этого цены такие. Это первое телевизионное интервью Владимира Амосова. На этой неделе о строителе из Якутии узнал весь мир. За $10 тысяч он предлагает настоящий эксклюзив, раритет, товар в единичном виде. Шапку из шерсти животного, вымершего около 10 тысяч лет назад. Прямые включения корреспондентов из городов и районов Якутии, столицы России и зарубежных стран. Они позволяют доставлять для наших зрителей новости максимально оперативно. Мы первыми оказываемся на месте событий, сообщая о происходящем. Хочется сказать о том, что за этой победой наблюдала огромная толпа поклонников, не только у экранов телевизоров. Стадион в Петербурге собрал 64,5 тысячи зрителей, и это настоящий рекорд. Мне даже страшно представить, что сейчас творится на улицах Петербурга. Я думаю, там ликовать будут до самого утра. Ну, 25 июня, не нужно расслабляться, 25 июня будет очередная игра нашей сборной. Мы встречаемся с Уругваем. Конечно, она уже ничего не решает. Мы выходим автоматически в 1/8, наверное, даже с первого места, друзья, с 6 голами, 6 очками. Вот. Но все равно продолжаем болеть. Интрига остается. «Якутия-24» – единственный региональный телеканал, который ведет прямые трансляции важнейших республиканских, общероссийских и мировых событий. Мы прекрасно общаемся не только с пресс-службой главы Республики Саха-Якутия, но в том числе и с пресс-службой президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. И не буду скрывать, мы один из крайне немногих телеканалов, которые получают картинку с мероприятий с участием президента страны в режиме реального времени, в режиме реального перегона. Поэтому наши зрители видят нашу картинку видят одновременно с федеральными каналами. Мы один из немногих телеканалов. За последний год мы в прямом эфире показывали инаугурацию президента России Владимира Путина и главы республики Айсена Николаева. Вели трансляцию парадов Победы на Красной площади в Москве и военно-морского флота в Санкт-Петербурге. Наши зрители в режиме реального времени наблюдали за исторической встречей президентов России и США в столице Финляндии. Руководство канала не собирается останавливаться на достигнутом. Впереди много планов. Освоение новых форматов, в том числе интернет-пространства. Свидетелями их воплощения в жизнь станут все зрители телеканала «Якутия-24».